В завершение выпуска история о нигерийце, который не испугался российских морозов. В Якутии, практически на полюс холода, северного полушария, жителя Африки, конечно, могла привести только любовь. Сейчас он настоящая местная звезда, преподает в школе иностранные языки, в том числе китайский, но и лучше многих знает, как спастись от холода. Репортаж Мунис Усман. По тундре среди седых снегов, правда, не на олене, а вполне себе на лошади, он едет утром ранним помочь друзьям на ферме. Нигериец Марк Бабатунта здесь уже 5 лет свой. Раньше этот ни на кого не похожий парень-прохожий вызывал изумление. Тебе холодно? Первый вопрос. Конечно, холодно. Тоже отвечаю. Вы не холодно? Ну тоже холодно. Я тоже холодно, конечно. Марк с первых дней выучил: якут не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. В самые морозные дни пуховик дополняет курткой из оленей шкуры. Это особая порода лошадей, якутская, морозоустойчивая. Может сколько угодно находиться на улице. Я уже почти такой же, как эти лошади. Но мама ведь и в Африке мама, что не звонок из Нигерии, первый вопрос: шапку носишь? Мама всегда сказала: тебя сейчас молодой, вот так холодно, там живешь. Ты сейчас, конечно, не понимаешь, когда ты старый уже, твой кост уже везде больно, надо нормально одевать. На этот край севера Марк приехал за своей якутяночкой Наташей. Они познакомились в Китае, где оба учились в университете. 10 лет прожили там, и хотя за это время он вроде узнал о северной культуре все, в самой Якутии было чему удивиться. Мясо сырое для него было непривычно, да? Конечно, рыбу тоже сырую, да? Тоже для него было непривычно. Но рыбу он, ему понравилось, он ее кушает, но мяса, конечно, нет до сих пор. Из Китая в Россию супруги приехали за образованием. Детям пора было в школу, но в итоге первый раз в российский первый класс пошел и Марк. Своего нигерийского учителя якутские дети приветствуют на китайском. Ойская средняя школа сейчас гремит на весь Хангаласский район. Мало того, что язык редкий, так еще методика нестандартная. Марк необычный, потому что он из Китая, и он учит нас по-китайскому, и иногда говорит по быстрому китайскому. Он поначалу не говорил по-русски, дети, соответственно, ни по-китайски, ни по-английски. Не растерялся, придумал язык жестов. Слова и звуки теперь учат играючи. А еще африканец использует чувство ритма, которое у него, похоже, в крови. Они на занятиях говорят на 4 языках. Марк задает вопрос по-английски, и, конечно, он требует свой ответ на китайском, но поскольку второклассники, они у нас и на якутском, и на русском, и на английском иногда отвечают, ну и на китайском, конечно. Бывает непросто, но Марк знает, как подготовиться к рабочей неделе. Местные научили. Это самый лучший подарок. Летом, в воскресенье вечером сидишь на бане, отдыхать, понедельник, а так идти на работу. Без проблем. И не пугают ни метели, ни холода -50, когда даже его лицо, признается, краснеет. Ведь дом там, где сердце. А сердце африканца сейчас здесь, на крайнем севере. Люди живут в разных местах. То Африка, то Америка, то Европа. Можно быть якутским, если попал. Это мое место. Муниса Усманова, Екатерина Коряка и Сергей Воскобойников, Первый канал.